Беги, 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 беги. Эй, это я, Топтышка. Я ворона, на-на-на-на-на-на-на-на. Это был просто хайп. Такое ощущение, что вам было прям так интересно мое мнение. Ну вы, конечно, перцы. Либо это троллинг, либо это супержурналист. Что ж, гражданчики, всем добрый день. Кстати, можете меня поздравить с обновочкой. Эктоника не стоит на месте, Эктоника развивается, свадьбы, юбилеи, корпоративы. Влад, хочешь себе такую же? Это твоя реально, что ли? Да. Ты купил? Да, я купил. Ты сейчас с салона приехал? Да. Я Нет, хочешь такую же? Да, я мечтаю такой. Короче, братан, учи удмуртский, и все у тебя будет в жизни замечательно. Вот так, друзья, учим удмуртский, и у каждого будет как минимум по рейндж-роверу. Все, Ирин, спасибо, закрываем машину. Мы начинаем наш, какой это уже, 12-й про удмуртский влог. 11-й был спецвыпуск, да, 12-й блог. Да, 12-й влог. Влог, да, начинает 12-й влог. Слушай, я ключи оставил. Где оставил? Там. Опять ты не хочешь ехать на своей машине, да? Сейчас мы едем в хорошую организацию, которая нас поддерживает уже второй год. И как она называется у нас? Она называется Милком. Сейчас мы едем к ним, будем договариваться по поводу Open Air, по поводу подарочков, по поводу мороженого. Целый, вы помните, да, в том году был целый фургон мороженого? Короче, ребятки, да, у нас будет куча сладостей. Ох, сейчас узнаем, дадут ли нам в этом году. Но это не точно. Сейчас пойдем. Я раньше не пил молоко, а сейчас без молока жить не могу. Ты в армейке начал пить молоко? Нет, в армейке нам молоко не давали. Я в детстве очень любил молочную продукцию, но когда я уже был в сознательном возрасте, так сказать, уже такой брутальный парень, ну зачем мне это молоко, если есть пиво? Идет, Да? ждет мне этого костюма. А у нас 1000 мороженых будет? У нас в этом году будет 5000 мороженых. Да? 5000 мороженых? Тот самый момент, когда ты захотел стать большим мишкой. Поехали! Петь, я же в нем не толстый. Нормально. Друзья, приглашаю вас всех 14 июля к нам на родную земельку в усадьбу Толбабая Шарканского района. Будем плясать, веселиться и обязательно будем кушать самое вкусное лакомство. Это, конечно же, мороженки. И они у нас будут совершенно бесплатны для всех. Поэтому приходите, покупайте билетики и радуйтесь, потому что это мороженое! Я был убедителен? Видно, как я улыбаюсь? Ты всегда улыбаешься. Топтышка у нас очень дружелюбный парень. Он любит вообще за любую движуху, в общем, кроме голодовки. В проекте Эктоника мы участвовали в прошлом году, нам очень понравилось. Всем, надеюсь, понравилось наше мороженое. Мы готовы участвовать и в этом году вновь. И ждем вас на Эктонике. Все, наверное, уже ждут с трепетом, что же ожидать нынче, что будет от Милкома. От нас ждите Топтышку, самого красивого, привлекательного парня. И ждите от нас много мороженого. Конечно, памятные призы, которые могут достаться любому участнику. Сколько? В прошлом году было 1000, а нынче сколько будет? 1100! 1500 долгожданных вкусных мороженых. Ура! Ну что ж, гражданчики, это был Милком, замечательный Топтышка в лице, ну, я думаю, все узнали этого человека, ну и очаровательная Екатерина. Вам огромное спасибо. Ждем всех 14 июля в усадьбе Толбабая на самом главном событии Open Air Эктоника 2018. Дай Топтышке дать! Кстати, я сделал для себя такое открытие. Продукция комосовская, именно мороженое, оно прям изумительное, оно прям очень-очень вкусное. Еще раз скажи это слово. Оно очень-очень вкусное. Очень вкусное. Сегодня к нам в гости пришел Борис Хлутнев. Это генеральный директор Первого музыкального.
Знаете зачем? Удаляйте это все. Да. Так, давайте. Нет, не первое музыкальное, вообще не знаю, о чем идет речь. Я генеральный продюсер телеканала «Музыка первого». Ну вы, конечно, перцы. Либо это троллинг, либо это супержурналист. 1 июня, в День защиты детей, Эктоника выступает на главной сцене с самыми именитыми звездами российской эстрады. Фишка всего вечера будет, естественно, Филипп Киркоров. Алексеев. Алексеев тоже будет? Да. Здрасте. Так. А кто про Киркорова сказал? Ну, Киркорова официально нигде не объявляли. Опять спалился все очень. Что за спойлеры тут пошли? Мы постарались учитывать абсолютно все возможные тренды последних там топ-чартов. Ну и вот, пожалуйста, вы как электронщики знаете новый хит. Новый хит, да, «Цвет настроения синий». Поэтому я думаю, что скоро там будет... Уже и так на него кучу ремиксов записали. Трек взорвал. Причем взорвал не взрослую аудиторию, а молодежь. Вроде как бы дурка-дурка, а превратилось все в тренд. Почему в этом концерте появилась удмуртская музыка? Точнее, появится. Слушайте, это моя была идея, потому что я считаю, приезжая в какой-то регион, не нужно забывать о том, что кроме Москвы там, и больших городов существуют города, которые сейчас прекрасно занимаются созданием своих трендов, и у них есть зритель свой. То же самое случилось и с вашей Эктоникой, когда мне стали показывать, у меня была идея интегрировать местных артистов. Я считаю, что вы, ребята, прикольные, у вас большой потенциал, единственное, там подработать немножко с саундом, такой немножко примитивный. То есть можно сказать, что мы пока еще не на уровне, российском уровне. Я сейчас вот и говорю без сарказма, и искренне желаю, чтобы у вас это поперло, потому что идея есть, концепция интересная, и поэтому я только поставил, что я вижу, что в этом есть прикол, и какая-то даже уже не дурка, а с намеком на большой проект. А вот опять же про нашу вот молодежь, которая творческая, вот они остались здесь в Ижевске. Стоит ли им перебираться в Москву? Или надо здесь покорять? Слушайте, я могу сказать, что сейчас куча звезд молодежных вообще не запариваются, где они живут. Вот вообще им не важно, где они живут. Живут ли они в Башкирии, в Удмуртии, в Дагестане, я не знаю, там, в Нальчике, в Ставрополе. Это не имеет никакого значения. Интернет сейчас настолько всех объединил. Ты выкладываешь свое творчество в интернет, находится твоя аудитория, а дальше уже все зависит от промоутеров, которые либо смогут позволить себе гонорар оплатить и привести тебя, либо не смогут. Так и останешься интернет-звездой. Последний вопрос. Есть ли будущее у удмуртской музыки? Будущее есть у всех. Я уверен, что у вас уже есть аудитория, и дальше вам только ее нужно наращивать. С другой стороны, есть проекты, которые хайпанули абсолютно на неожиданной подаче. Это вот проект «Татарка». Да. Предвзятости у меня никакой нет, тем более все зависит от вас. Если вы будете хайпить и у вас будет аудитория, конечно, будет интересно подтащить ребят, которые смогли self-made создать такую фан-группу и фигачить. Значит, вы смогли стать трендсеттерами в своем направлении. А это круто. Я люблю работать с трендсеттером, я люблю поддерживать тех, кто делает что-то свое. Тренд — это когда, типа, сейчас вот все делают минимал, да, сейчас тренд формата минимал. Но если вы хотите стать крутыми артистами, нужно все равно что-то свое искать. На чем строится шоу-бизнес в Америке? У них есть главное правило. Something new, то есть что-то новое. То есть должен быть этот свэг, как они говорят. Вот если вы найдете свой свэг в своей музыке, она будет оригинальной, не похожей, вы будете делать что-то самобытное, конечно, пофигу на мои форматы, я скажу, да, конечно, welcome. И, может быть, наоборот, буду обрывать вам телефон и говорить, ребят, ну, слушайте, ну пожалуйста, перезвоните, ну, да. Вот такой наш был 12-й влог. Мы решили попрощаться на телефон, потому что все деньги мы потратили и тратим на Open Air. Сейчас у нас с Петькой даже один телефон на двоих. Да, как бы это ни прискорбно звучало, но факт есть факт. Накладно получается, кстати, Владислав, накладно. Но мы верим в вас, потому что вы наше спасение. Мы верим, что вы купите билетики и придете на самое грандиозное шоу этого лета Open Air 2018. Именно от вас зависит, будем мы ходить с одним телефоном дальше или с двумя. И вообще у нас комплект GoPro тоже уже выставлен на продажу, потому что нам нужны деньги на рекламу. Да. Поэтому... Но мы верим. Это как бы такой тонкий намек на то, что кто хочет вложиться, у кого есть там лишняя копеечка, мы не брезгуем. Пожалуйста, находите наши контакты, обращайтесь. Я думаю, найдем общий язык. Будет и вам хорошо, и нам замечательно.
Все, встретимся через неделю. Пока. Пока! Национальный фестиваль под открытым небом. Продажи билетов на сайте «Хочу билет».